Чехове поговорили, но мы так плавно перескакиваем в разговорах наших обо всем. Мелькнуло слово «грант». Хороший повод приступить к совершенно другой, потому что в теме вы не получили грант на Чехова, пока, во всяком случае. Да, пока нет. Но получили другой грант. Расскажите о нем. Ну, здесь, наверное, я... Да, как за литературной Да, частью. по большей части я могу рассказать. Как автор пьесы или как зав. Литературной части? И как тот, и как другой, да. Дело в том, что впервые Союз театральных деятелей Республики Татарстан объявил конкурс на соискание грантов на постановку зарубежных, скажем так, авторов. Там не только зарубежные авторы, там можно было пригласить и зарубежных режиссеров, зарубежных художников, там композитора. Вот. То есть это должны... С каким-то участием иностранного человека. Да. Для этих грантов Союзу театральных деятелей Республики Татарстан финансовые средства выделил президент Рустам Минниханов. Он поддержал этот проект. Был объявлен конкурс, и Татарский драматический театр Набережных Челнов выступил с проектом в этом конкурсе инсценировки романа японского писателя Коба Абе «Женщина в песках». Инсценировку делал я, писал пару лет назад, и эта инсценировка в конкурсе «Новая татарская пьеса» заняла первое место в номинации «Лучшая инсценировка года». Сразу вопрос, Равиль. Да. Я читал этот роман. Он своеобразный. Очень как своеобразный. Любая японская вещь. И вдруг вы хотите его поставить на татарском языке. То есть японская вещь. Японский менталитет, японская философия. То есть это совершенно противоположное. Мы не говорим, что лучше, что хуже, но это совершенно противоположное менталитету татарскому. Вещь необычная, мы с тобой ее много раз обсуждали в кухонных разговорах, если вы помните. И я многократно высказывал опасения, которые, я надеюсь, вы сейчас развеете, что это не пойдет. Но это не пойдет, то есть как бы публика не готова, публика хочет особо влюбленного таксиста, публика хочет пусть Птушкину, но не Коба, понимаете? Я против того, эти разговоры, помните? Я против того, чтобы решать за публику, пойдет она или не пойдет. Да. Я за то, чтобы публика сама решала, что смотреть, это во-первых. Во-вторых, конечно, больших иллюзий, что вот татарский театр поставит Коба Абе, и валом все повалят, и, значит, билетов невозможно будет достать. Нет, на премьеру, да. Ну, на премьеру понятно, да. Но, понимаете, есть очередные спектакли, а есть фестивальные. То есть это фестивальный? Но мы так рассчитываем, что все-таки, наверное, публику тоже надо воспитывать. Как вы говорите, ведь не всегда же особо влюбленный такси смотреть, и такие рядовые комедии и так далее. Поэтому вот это эксперимент. Ну, что говорить? Отлично. Это эксперимент, и мы вот... Да. Я же вас за язык не тяну. Правильно? То есть вы сами сказали, вот есть... Сначала это была моя интерпретация. Вот есть особо влюбленный таксист, ну, скажем так, более простая вещь, а есть вот более серьезная. Вы сейчас, как бы утверждая свои слова, подтвердили это. То есть вы действительно сказали, да, есть простые вещи, как особо влюбленный таксист. Вы согласились с тем, что это такая, ну, простенькая вещь, то есть для развлечения больше, для каких-то вещей нет? Почему я соглашаюсь с тем? Потому что мы не можем же играть только для определенного зрителя. Все-таки в Челнах достаточно большое количество театралов, которые следят за новинками в искусстве, вообще в культуре. И мне кажется, вот почему вот я рада, что мы взяли такую вещь относительно к нашему театру. Имеется в виду Коба? Да. Почему особо влюбленные? Нет, почему мы Коба взяли, да. Потому что
вот играя, наверное, только такие вещи, можно выйти на некий другой уровень. И мне бы очень хотелось, чтобы наш театр вот вышел на другой уровень, чтобы и нам интересно поработать. И, наверное, зрителям все-таки будет любопытно посмотреть все, что все-таки из этого получится. Нет, я с вами согласен. То есть, ну, а потом публику надо как-то воспитывать. Здесь как-то заранее не надо, наверное, людей пугать, что это будет какая-то очень сложная вещь. На самом деле это притча. Притча о том, как человек попал в яму, как с первого дня, как он туда попал, пытался оттуда выбраться, делал все, что для этого он может и не может, а когда у него появилась такая возможность, и он вышел из этой ямы, он не захотел оттуда уйти. И вот мы хотим сделать спектакль, который всем объяснит, не только расскажет эту историю, но и объяснит, почему он не ушел. Хорошо. Хорошо, что Татарский драматический театр в порядке эксперимента решил не ставить Джеймса Джойса у Лист, например, в воспитательных целях. Идея понятна. Расскажите, что у вас там, кто режиссер, то есть как идет процесс, то есть вы уже репетируете? Репетиции уже начались. Застольный период. Да, репетиции уже начались. Мы, наверное, сейчас первый раз об этом, да, скажем. Так, я прошу всех прикрыть уши и не слушать. То приехал из Уфы режиссер, его зовут Альберт Гафаров. Он в 2009 году закончил мастерскую Фарида Бекчентаева, ставил спектакли в Камаловском театре, «Записки сумасшедшего» по Гоголю, как раз инсценировка, которая имела очень хорошие отзывы. Работал в Туймазинском театре, у него был проект, в Альметьевском театре, потом в молодежном театре в Казани. То есть у него уже есть несколько работ, таких, как вы назвали, там, простых, очередных, и таких, как «Записки сумасшедшего», про которые... Это вы меня кинули обратно. Про которые, значит, были публикации там в питерской, в московской прессе, например. Очень критикам это все понравилось. И, кстати, до сих пор идет в малом зале Камаловского театра эта вещь. Так вот, Альберт Гафаров к нам приехал. Где-то около недели он уже работает. Как впечатление? Замечательно, великолепно. И мы с ним сейчас немножко будем даже вот эту пьесу дорабатывать, дополнять. Еще один небольшой секрет. Мы будем вводить туда новый персонаж. Там появится еще ворон. Что он будет делать, я не буду рассказывать пока. Секретная часть закончилась, то есть наши телезрители могут убрать руки от ушей. Да. Я прошу вас, дорогие телезрители, дальше можете уже слушать. Нет, не секретная, это просто мы впервые об этом сказали, что Альберт Гафаров приехал в Татарский театр и начал работать. Но это интересно, потому что новый режиссер, новые видения, новые какие-то, вообще новые лица. Я увидел у вас новые лица, то есть, которых не видел в прошлом году. То есть во время спектакля там представлялись у вас какие-то новые актеры появились, да? Ну, театр и должен пополнять свою труппу новыми лицами, как вы говорите. Сколько у вас там новых актеров появилось? Так, ну если так молодежь, вот у нас раз, два, три девочки к нам добавилось. К сожалению, пока только женский состав пополняется. Нам очень хотелось, чтобы и мужской состав нашего театра тоже пополнился. Но все равно это уже новое какое-то веяние, новая кровь, как поступление вот такого творческого. Мы этому безумно рады, потому что вообще вот я считаю, что будущее нашего театра за молодежью. Вот я к себя отношу к среднему поколению нашего театра, да, и, наверное, пришел тот момент, когда вот нужны молодые режиссеры, нужны постановки с участием молодых наших актеров. Только как вот можно сказать, что если мы не будем обновляться, если мы не будем работать с молодежью, молодежный спектакль ставить, то будущего за нашим театром нет. Допустим, много лет у меня вот у самой лично такое было ощущение благополучия такое случилось, ну как бы сложилось такое ощущение, что у нас в театре все благополучно. Уже вот теперь, сегодня, допустим, я
далеко не такого мнения о своем театре. И мне кажется, что нужны и новые режиссеры, и новые актеры, новые постановки. И, возможно, только вот благодаря вот этим изменениям каким-то... Можно развиваться. Да, можно развиваться, они не стоят. Понятно. Ведь это же беда многих театров. Когда ты ставишь спектакли, приходят зрители, у тебя есть какое-то ощущение успеха, и ты думаешь, ну а что, у нас все хорошо, у нас все хорошо. И это действительно вот осознать, что вот так это в болото может превратиться, понимаете, то есть без какого-то. Но с другой стороны, хотя вот мое общение с Фаилем Ибрагимовым мне показалось, что человек он такой экспериментатор, то есть идущий на какие-то определенные риски, у него есть большое желание обновления, введения какой-то свежей крови, то есть есть ощущение, что нельзя стоять на месте. А ведь бывает очень много ситуаций, когда люди одного поколения, вот вы же говорите, вот я где-то посередине, да, сказали. То есть вы, получается, вы ладите из... Ну, компромисс можно найти. Да, и с теми, да. С молодежью, да. Вы человек-компромисс, получается. Вы и молодежь, да, и молодежь вроде бы недалеко от них ушли. И мэтров теперь уже совершенно спокойно понимаете. Такая проблема в татарских театрах вообще существует. Вот проблема, скажем, она, кстати, не только в татарских. Вот вспомните конфликт театра Гоголя. Когда там пригласили Серебренникова, и часть актеров там выступила против. Почему? Вот не хотели, они боялись потерять работу, боялись потерять востребованность, имеется в виду вот старшее поколение. И, естественно, они стали бороться, и получается, каждый раз приход нового какой-то войной характеризуется со старым. Нет. У вас такого нет? Нет, войны? ну, слава богу, никаких войн у нас нет, наоборот. У нас сейчас в театре идут репетиции сразу 2 спектаклей. Вот, как мы уже сказали, начались репетиции по Коба Аба, который ведет Альберт Гафаров. Ну, там не очень много персонажей, я так понимаю, да? Нет, ну там... У нас будет как минимум 4. Да, может быть даже 5. В то же время сейчас идут репетиции, как раз Фаиль Ибрагимов выпускает спектакль по пьесе башкирского драматурга Салавата Абузарова. Спектакль будет называться «Хиалы». Я его хотел перевести на русский язык как «Чокнутый», но меня немножко поправили, сказали, ну давай пусть будет «Мечтатель». Вот. Кстати, премьера назначена на 26, 27 и 28 декабря, как раз перед Новым годом. Это такой небольшой подарок будет для наших зрителей, новая премьера. Уже 2-я в этом сезоне. А о чем это спектакль? Ну, в 2 словах, если фабулу спектакля рассказать... В 2 словах? Да, некий мужчина, зовут его Гиззат, он немножко не такой, как все. Он построил себе дом вдали от других, там где-то, ну, допустим, в километре от деревни, но в очень красивом месте, где есть речка, где есть лес, вот он любит природу. Это татарская, ну или башкирская? Татаро-башкирская, да, вещь. Вот у него есть, как сказать, телескоп, он любит наблюдать за звездами. Ну, вот он такой мечтатель. Понятно. И вот он убежден, что когда, этот герой спектакля убежден, что когда человек рождается, на небе зажигается его звезда. И вот он хочет найти свою звезду, и не просто найти и посмотреть в телескоп, а построить самолет или там, я не знаю, некое летающее устройство и полететь на нем вот к своей звезде. Интересный материал, да? Так. А вот дальше это надо будет уже прийти и посмотреть. Да, все секреты раскрывать не будем. Кто играет этого Хиалы? Его играет народный артист Татарстана Инсаф Фахрутдинов. Знаком. Интересно. То есть у вас такая бурная жизнь уже. В каких из этих 2 спектаклей вы задействованы? Я в первом варианте, в Коба Абе. Да. Я помню. Вам философия нужна, вам нужно развитие. Вы развиваетесь, понятно.
А вообще сколько спектаклей у Татарского театра сейчас еще до сих пор в репертуаре? Живых, назовем их так, живых, да, которые в любое время можно было поставить, по-моему, около 30, даже чуть больше. Да. Но я просмотрела вот репертуар ноября-октября, у нас где-то по 13-14 разных спектаклей в месяц идет. То есть вот, ежемесячно. У вас такой огромный репертуар. У нас большой репертуар, да. И вот 13-14 спектаклей мы ежемесячно играем. Разных спектаклей, имею в виду. Как это вам удается? Просто вы меня поразили этими цифрами. Мы беседовали с хорошими ребятами, с хорошим театром мастеровые. Я им задавал точно такой же вопрос. Там совершенно другие числа, как бы спектакли, которые сейчас в действии. Ну, может быть, по своим определенным причинам. Но вы действительно в месяц 15 разных спектаклей? Да. Видите ли, это тоже вот спорный вопрос. Некоторые скажут, что это хорошо, что в нашем репертуаре такое количество, а некоторые скажут, это не есть хорошо. Недавно просто вот интервью с Константином Райкиным смотрел, вот он сказал, что у него в театре спектакль идет минимум 5 лет. Вот это за 5 лет он исчерпывает себя, и мы его снимаем с репертуара. Минимум, максимум. Да, извините, максимум, да, максимум 5 лет. В нашем театре есть долгожители, которые играются уже на протяжении 20 лет. Но они востребованы. Вот Ильдар Юзей у нас есть, Вашиклар, того «Гора влюбленных». Мы играем его 20 лет, этот спектакль. Так актеры меняются. Да, актерский состав меняется, а спектакль остается. Там костюмы уже перешивали раза 3. 3. Износились просто. Но он остается. Во-первых, значит, он востребованный? Он востребованный, да. Просто еще есть такая сторона, ведь мы воспитываем молодое поколение. То есть этот спектакль, это произведение есть в репертуаре, не в репертуаре, а в литературе. По литературе проходит дети вот эту поэму. Это поэма, она инсценировка. И она востребована всегда. То есть дети приходят, смотрят спектакль. Но самое интересное, что не только дети, а у него есть свой зритель. Это взрослое поколение, которое именно целенаправленно идут вот на этот спектакль. Есть у нас опять-таки где-то 4-5 спектаклей, которые за 15 лет прошли порог. И они действительно, и они смотрибельны, их смотрят.